Приветствуем вас, уважаемые друзья. Ассаляму алейкум. Сегодня мы затронем очень важную тему, связанную с воскрешением человека в судный день. Люди, не признающие Бога, не признают и воссоздание человека в прежнем облике после смерти. Однако Священное Писание развеяло все возможные сомнения по этому поводу. Более того, в строках, описывающих процесс воссоздания человеческой плоти после того, как она полностью истлеет, проявилось кораническое чудо. По-другому это и не назвать. Связано оно с отпечатками пальцев человека. В момент ниспослания аята Корана, в котором упомянут рисунок на кончиках пальцев, это явление еще никого, повторюсь, никого на земле не интересовало. Важность рассмотренного явления была установлена лишь в XIX веке, когда сформировалась соответствующая материально-техническая база. А история началась с того, что однажды к посланнику Божьему, алейхиссаляту вассалям, один человек принес чьи-то кости и спросил: «О Мухаммад, ты говоришь, что Бог вернет меня к жизни после того, как я стану подобен этим мертвым костям?» После этого Всевышний ниспослал следующий аят Корана. Смысл: неужели человек после того, как мы сотворили его из небытия, думает, что мы не соберем его разбросанные истлевшие кости? Да, у нас хватит силы, чтобы собрать заново воедино даже рисунок на кончиках его пальцев в судный день. Смысл 3-4 аятов суры Аль-Кияма. Акцент, сделанный в Коране на кончике пальцев, представляется в высшей степени важным. Дело в том, что отпечатки пальцев у всех людей разные. Все люди, населяющие в наше время Землю, имеют присущие только им одним определенные отпечатки пальцев. И отпечатки пальцев всех предшествующих поколений людей также отличны от всех последующих. В силу этого именно отпечатки пальцев руки одного человека считаются специфической, присущей только этому человеку личной карточкой. И именно в таком качестве это свойство применяется во всем мире. Но такая особенность была обнаружена лишь в XIX веке. До того времени рисунок на кончиках пальцев представлялся людям просто набором линий, ничего не обозначавшим и не обладавшим какими-либо значительными особенностями. Только в 1823 году ученый Иоганн Поркинджи впервые обратил на них внимание, заявив, что отпечатки пальцев можно использовать для идентификации человека. В 1877 году служивший в Индии английский чиновник Уильям Хершелл упомянул в письме генеральному инспектору тюрем Бенгалии важность использования отпечатков пальцев для идентификации преступников. Однако услышан он не был. Решающую роль в утверждении дактилоскопии сыграл Фрэнсис Гальтон. Пока ученые вели ожесточенную полемику об этом явлении, он работал. Гальтон собрал множество образцов отпечатков пальцев и потратил годы на их классификацию. Наконец он сумел выделить 4 основных типа папиллярного рисунка, на которых и выстроил свою систему, открывшую новую эпоху в криминалистике. В 1892 году Гальтон заявил: вероятность повторения узора отпечатка пальцев составляет 1 на 65 миллиардов. Дактилоскопия стала помощником в раскрытии преступлений, и сегодня практически каждый знает, что при помощи отпечатка пальцев можно установить личность человека. Ученые убедились в том, что если даже срезать кожу с кончиков пальцев, то после заживления прежний рисунок все равно восстановится. Представьте себе, друзья, это стало известно довольно поздно, и ученым-первопроходцам приходилось доказывать эту теорию на рисунках своих пальцев. Им также пришлось доказывать эффективность отпечатков пальцев и саму возможность идентификации личности человека по такому способу. Господь Бог, Создатель всего сущего и человека в том числе, упомянул об этом в Священном Коране за 1300 лет до открытия и признания этого явления. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, оставить комментарий и нажать на колокольчик.